Записаться к врачу онлайн, казалось бы, быстро и удобно, ведь все, что для этого нужно, это смартфон, ну или компьютер. Но, к сожалению, не все так просто. В этом мы убедились лично, попытавшись попасть на прием к неврологу в одну из поликлиник, даже не предполагая, что преграды нас будут встречать буквально на каждом шагу. Запись к врачу. Еще в пятницу мы решили записаться на прием к врачу Осиновской поликлиники через приложение услуги РТ. Однако сервис выдал неизвестную ошибку. Запись к неврологу невозможна ни на какую дату. Причину уточняйте в регистратуре. Так мы и сделали. Итак, понедельник, 9 утра. Сначала лопатки болели, за лопатками, где-то посередине спины. Потом шею в плечо отдавал. В регистратуре сообщили, ближайшее окошко у нужного специалиста только через 2 недели. Для этого завтра надо снова прийти в поликлинику и попытаться поймать удачу. При этом все это время мне придется ходить с острой болью. Завтра откроется на 18 каждый день, вот так вот на один день вперед открывается. Надо прям 8:00 уже заходить, записываться. Я пытался уже записаться, но не получается, не через Получается. По совету в регистратуре мы попробовали записаться через федеральные госуслуги. Здесь всплыла другая проблема. Сначала система утверждала, полис не прикреплен к поликлинике и не найден в медицинской системе Татарстана. Затем в списке не нашлось невролога. Записаться удалось только с 3-й попытки, хотя алгоритм был единый. Коллег по несчастью около поликлиники оказалось много. Не могли мы оформить, я не мог. Девчонка тоже не знали, там это, не работал, правда. Хотела вот сегодня опять зайти записаться, уже что-то сбой там выходит. Какой-то, просто нет соединений с сервером выходит. Зашла на прием, сидит, говорит, не могу записать, завис опять интернет. Все. С похожей проблемой сталкиваются не только зеленодольцы. Рустам Миниханов на коллегии Минздрава отметил, с трудностями в записи к врачу связана почти половина жалоб в сфере здравоохранения республики. Доступность записи на прием 46%. Неужели мы этот вопрос не можем решить, упорядочить? Есть все информационные электронные системы. Люди мучаются просто из-за того, что у нас эта работа не организована. Согласно данным Народного контроля, за 10 месяцев прошлого года таких обращений было 152. На качество медицинской помощи 289 жалоб. Зеленодольский район фигурирует и там, и там. Причиной местные жители видят в дефиците врачей. 50/50, потому что не все специалисты есть. Каких нет специалистов, мы ездим в Васильево. Детских врачей это больше всего, получается, хирург и окулист. Не можем попасть уже, получается, около 3 недель. Для меня надо кардиолог. Кардиолога нет. Еще вот лора нет. А если есть какой-то или приезжает специалист, попасть очень тяжело. Конечно, проблемы есть в медицине. Похожие проблемы не только в поселках, но и райцентрах. Так, в Зеленодольской первой поликлинике нужного специалиста люди вынуждены ждать по несколько недель. Раньше ведь терапевта буквально 2 часа и, пожалуйста, на прием можно попасть. Полдня узкий специалист может попасть. А сейчас ведь по месяцу ждешь. Может, нехватка врачей, может, больных очень много. Я не знаю, в чем причина. Специалистам не попасть. Электронная запись должна облегчать жизнь пациентам, но пока все наоборот. Причин как минимум 3. Технический сбой электронных сервисов, кадровые вопросы и, возможно, неорганизованность работы в самом медучреждении. В следующих репортажах мы надеемся получить ответы на эти вопросы в Минцифре и Минздраве. Рамиль Шайдуллин, Рамзис Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район.